Как найти фишку для стендапа и каким образом заставить говорить ответственных за происшествия, если они избегают официальных комментариев? Показать другую и неизвестную, и в то же время интересную для телезрителя сторону интервьюируемого. Командный дух съемочной группы и тренды современной журналистики. Обо всем этом Дмитрий Щугарев и Алексей Самолетов рассказывают участникам мастер-класса на примере реальных историй, происходивших с ними во время работы на федеральных телеканалах. А вот это называется симбиоз работы двух специалистов. Режиссер посмотрел, как Алексей, изображая из себя там всеми доступными ему способами это делает, у режиссера возникла эта идея. Он ввел как раз вот это в поле экрана. И получился вот такой вот симбиоз. Одна идея, как автор это увидел, и другая идея, как режиссер эту идею подкрепил еще своим. Подцепил. Больше 30 лет работы на федеральном телеканале Алексею Самолетову принесли немало опыта и признания. Прямые включения с места событий не просто способ рассказать о происходящем, но и возможность повлиять на ситуацию извне, говорит он. Журналист рассказывает о пожаре на Останкинской телебашне и его трансляции в эфире телеканала в режиме онлайн. Я четко понимал, что у нас происходит в кадре. Через полсуток мы выяснили, что 120 тросов на месте этого прогара, а башня на вантовых тросах, они действительно перегорели, и башня действительно могла упасть. Но мы, выйдя в эфир, предупредили ситуацию. В век высоких технологий СМИ стараются идти в ногу со временем. Чтобы украсить телевизионную программу или новостной сюжет, корреспонденты и телеведущие используют массу интересных фишек. Говоря о трендах современной журналистики, Дмитрий Щугарев отмечает, что в развитии телеканала и его совершенствовании важны не только яркие идеи, но и командная работа. Тренд самый главный в чем? Самый главный в том, что появляется новое требование к работнику. То есть появляется новое требование к журналисту. Он должен как раз вот обеспечить вот этот вот информационный поток. Это большое количество людей, и они вот должны работать достаточно, в тандеме должны работать, если кто-то начинает давать сбой, это же на всех отражается. Участники мастер-класса с особым вниманием и с нескрываемым интересом слушают советы опытных коллег. Живой диалог между журналистами дополняет и формат их общения. Эмоции выступающих льются через край. Активная жестикуляция и искренность Алексея Самолетова, как всегда, цепляют каждого зрителя. И очень важно уметь преподнести эту информацию необычно, интересно. Найти в обыденном что-то новое, преподнести зрителю, потому что нынче зритель, он совсем другой. Говорили о жанре инфотеймент. Мне очень нравится это понятие. Впервые его вел Леонид Парфенов, то есть соединение информации и развлечения. То есть мы тоже должны стремиться к тому, чтобы делать больше, подавать больше, чем информацию. Полезные советы и практические навыки известных телеведущих впечатлили и журналистку со стажем. Татьяна Дубровина уверена, личный опыт спикеров пригодится не только тем, кто недавно нашел себя в этой профессии, но и опытным журналистам. Чтобы понять, как должен строиться сюжет, как общаться со спикерами, а это очень важно. Спикер в сюжете – это, наверное, главный все-таки человек. Вот такие мастер-классы от профессионалов – это, конечно, великое дело, ребята, и вам действительно повезло, что у вас в гостях Алексей Самолетов и Дмитрий Щугарев – это профессионалы высочайшего класса. Интернет-ресурсы все больше выдвигаются на первое место в информационном пространстве. Как привлечь большую аудиторию и набрать максимальное количество просмотров? Этому учат на мастер-классе социальные сети и медиа. Свои секреты раскрывают представители сети «Одноклассники» Александр Володин и видеохостинга YouTube Татьяна Иванова. Требуется видоизменять подходы, нужно совсем к другому относиться более профессионально к ведению социальных сетей, вообще к тому, что является социальными сетями сейчас. Понимать, что это, наверное, один из приоритетных все-таки каналов ретрансляции информации. Достаточно просто создать паблик, и люди сами придут. На самом деле этого уже давно не так. Сейчас только в социальной сети «Одноклассники» более 8 миллионов различных пабликов. Нужно понимать, что найти среди них вот как раз-таки то сообщество, которое только что создали, крайне проблематично. Сейчас это полноценная кропотливая работа, которая требует огромного вложения и человек-часов, и даже зачастую финансовых средств. Конечно, собственно говоря, отдача более чем существенна. А Татьяна Иванова рассказывает, кто же такие на самом деле блогеры и что не всегда все, что они говорят, правда. Если вас на прошлой неделе убеждали, что этот телефон лучше любого другого, то вполне может оказаться, что это проплаченная реклама. Ну а если вам нужна большая аудитория, то необходимо знать, что сейчас в топе. А это шоу, пранки и рум-туры. Тот формат, в котором вы работаете в рамках своего СМИ как СМИ, зачастую он на формат социальных сетей не ложится совершенно. Посмотрите, например, на то, какое количество просмотров имеют новости Первого канала на YouTube. То есть, это абсолютно,
нерабочей истории. На мастер-классе немало участников и из других регионов, чья работа непосредственно связана с интернет-ресурсами. В первых рядах слушателей и пресс-секретари различных ингушских ведомств, которые считают, что нельзя упускать ни одной возможности черпнуть опыт у профессионалов. Этот мастер-класс для себя очень полезен, потому что я журналист, работающий в информационном агентстве. Вот, и у нашего сайта есть своя группа в социальной сети, даже в нескольких. И мне кажется, что здесь я могу что-то подчеркнуть полезное для себя, да, может быть, какие-то практические советы. И просто интересно, как решают проблемы, связанные с продвижением нашего, конкретно информационного сайта коллеги из Северо-Кавказского федерального округа. На сегодняшний день все понимают, что в основном все находятся в социальных сетях, да, это Инстаграм, Фейсбук. И правильная подача данной информации, донесение до своей аудитории, это очень важный акцент в этом. То есть в какое время подать, да, как донести до своей целевой аудитории ту или иную информацию. Опять же, помимо фотографий, большой акцент делается на видеороликах, то есть правильный монтаж видеороликов. 2 часа общения со спикерами для участников пролетают незаметно. Впрочем, на этом завершается только первый день форума СМИ. Гостям республики предстоит принять участие в круглом столе и экспертной сессии, побывать на презентации книги Алексея Чадаева, а после их ждут в резиденции главы республики на торжественном приеме. Мадина Пугоева, Мария Мистоева, Хаваш Гойгов и Рахман Цуров. Новости 24.